Обычное мое состояние такое, что в голове отсутствуют мысли. Когда я что-то говорю, да, мысли присутствуют. Что-то, допустим, я увидел, да, я увидел там дерево. Думаю, да, дерево это липа, например. Да, из липы я делаю кубыс. Неплохая толщина дерева. Можно было из этого дерева кубыс сделать. Из этого полена я ее разрубил на 2 части. И вторая часть, вот она. Тут я ее недавно закончил, буквально полмесяца назад. Возможно, сделаю из этой тоже подобную, такую же. Я не знаю когда, но пока лежит. А в целом, мне кажется, так легче жить, когда вот в голове нету лишних мыслей, ничего тебя не тревожит. У человека, тем более у художника, должно быть 3 имени. Первое – это имя, которое он, грубо говоря, по паспорту. Второе – имя, псевдоним, под которым ему нравится, когда его так называют. И третье имя есть тайное, которое знаешь только ты. Вот я такую интересную информацию узнал от Юрия Лобанова. И он мне сказал, что давай какое-то вот удмуртское имя тебе дадим. Ты подумай. Вообще меня всегда тянуло к музыке, даже еще в школе, когда слышу через коридор, в кабинете играют на каком-то инструменте, например, хотя бы даже на баяне, или на гармошке кто-то там учился тоже играть. Я иногда шел туда, на звуки, просто на звуки иду, захожу туда и слушаю. Например, когда я еще не умел играть. Слово «чудья» — это вашудное название, родовое, такое племенное, из древности оно пришедшее, то есть оставшееся в основном в названиях деревень, в каких-то названиях, может быть, единицы кто-то еще знает, могут знать, к какому они вашуду относятся. Я не знаю, к какому я отношусь, но я точно знаю, что моя деревня когда-то называлась Усо-Шудья.
Усо — это название речки, а Шудья — это вот маршрутное название. И Шудья, Чудья — это одно и то же. В общем, на самом деле мало информации про этот инструмент. Неизвестно, почему название такое кубыз. У соседних Коми и у Марии тоже есть кубызы свои. И у тюркских народов название инструментов также называется кубыз. Там у башкиров варган — это кубыз. У казахов их кубыз — кобыз, да, там одна буква, там отличие. Когда говорю на русском языке, мозг перестраивается на русский язык. Когда перехожу на удмуртский язык, перестраивается на удмуртский, потому что разные правила и мышление вообще людей же зависит от их языка. Чтобы слушать музыку, не надо вообще ничего особо знать. Ты просто слышишь, уши воспринимают, мозг обрабатывает сигнал, и тебе нравится. Ты определяешь, что тебе нравится, что нет. Этого достаточно. А то, что удмуртская музыка или не удмуртская музыка, это совершенно не важно. Сегодня очень много всего. Одинакового, очень много повторений и, в принципе, конкуренции. То есть, если ты пытаешься петь на английском языке, получается, ты один из миллиона групп, как бы тебя не видно совсем. А если ты поешь на удмуртском языке, и если ты еще используешь музыку традиционную, не традиционную музыку, а исторически сложившуюся музыку вот этого народа, плюс этот язык, плюс какие-то его инструменты, а все остальное можно использовать любые инструменты мировые и делать уже музыку крутую какую-нибудь, ну, которая бы выделялась. Это дукес. Верхняя удмуртская одежда, типа кафтана. Получается, из-за вот этого дукеса, не конкретно из-за этого, а вообще в целом из-за дукеса у нас группа называлась Дукес. А потом она переименовалась в Постдукес. Просто добавилось пост. В целом там мыслей больше таких глубоких нету в названии. Процесс разговора, он может быть приятный, а может быть неприятный. Гораздо приятнее находиться с самим собой и играть свою музыку и заниматься теми вещами, которые тебе удовольствие приносят. И обычно это те вещи, когда ты не взаимодействуешь с другими людьми, а занимаешься чем-то своим творчеством. Я не знаю, как называется этот инструмент, но я его сделал пару лет назад. Хотел поэкспериментировать вот с кожей. Тут козья шкура использована, как используют на барабанах самодельных, народных. Скорее он похож на азиатский из Ближнего Востока инструмент.
Но такой формы я не встречал. Они обычно там, не знаю, круглые, например, или типа там как груша выглядит. Грушевидная форма. Поставил старые гитарные струны свои, которые не использую уже. И с минусом теперь давай еще раз. Виражка? У меня порядок. Ну, с инструментом мы еще Какой? Виражка. Адик какой? Раз. Адик какой? Радик какой? Нам нормально. Нормально. У нас викличко, то викличко. Простейший струнный инструмент. И вот он получается более древний, чем инструменты, где используются дека деревянные. Раньше не клеили там деревянную деку сверху. Это потом, видимо, пришло. Я читал, такие материалы читал в интернете, в источниках про развитие в целом народной музыки. И, в принципе, любой музыкальный инструмент, он же народный был изначально. Даже скрипка, она была народной. Все инструменты были народными. Просто вот взялись за какой-то инструмент, начали его развивать, появились школы, появилось образование, считай, в Европе, и ему дали такой академический инструмент. А поздукез, я его не ограничиваю, он может быть всяким разным. Там, от музыки New Age, эмбиента, в общем, до техно и вообще любого жанра, который мне нравится в данный момент. Допустим, техно и удмуртскую музыку смешиваю. Смешиваю там современную электронную музыку, тоже вот с удмуртской музыкой, или мотивами удмуртскими, или приглашаю вот девочек, чтобы они пели. Вот это первый кубыс, который я тут на работе официально сделал со звукоснимателем. Я сейчас уже не вижу смысла делать просто кубыс, потому что вот в этом случае его можно подключить обычными, то есть гитарным кабелем ко всем там аппаратам каким-то, ко всевозможным, и обрабатывать звук уже. Я буду из него делать окарину деревянную. Окарина — это вид музыкального инструмента. Типа свисток, но с большим объемом и с отверстиями для игры.
Из сосны делаю и из можжевельника в основном. Я и делала как-то из липы, вообще не получается. Видимо, слишком мягкая липа. Вообще не звучит. Когда учился играть на кубузе, решил сделать кубуз. Я ничего не мог вообще по дереву делать. Я даже гвозди криво забивал. То есть, хоть в деревне рос, но деревом вообще не занимался никогда. Даже были уроки труда, мне не нравились эти уроки, потому что у меня ничего не получалось. То, что я занимаюсь удмуртской музыкой и вообще удмуртской темой, и смешиваю это с современной культурой, оно просто автоматически популяризирует удмуртскую культуру. Оно как бы не может быть иначе. И я хочу, чтобы больше людей занимались чем-то вот интересным, чтобы использовали, так скажем, свои корни. Я так не разговариваю обычно, но в целом мысль такая. Я чаще всего не люблю использовать какие-то термины и слова, которые очень многие используют. Особенно если там, например, слова «свои корни». Я не люблю, когда вот так говорят. Вот я как раз сейчас тут делаю. Это место, как это называется? Я не знаю, как это просто называется вообще все. Которое делит воздух. Ну, там острый угол. Thank you.
есть художественное образование, и иногда оно мешает. Не всегда, но иногда эти правила, вот академические всякие, оно мешает более... Вот я хочу более примитивно что-то сделать, но нет, правила, которые я запомнил на всю жизнь, они вылезают. Сейчас эта картина в процессе, я ее уже меняю несколько раз. Тут были уже две совершенно разные картины. Первая называлась «Татын». Это было 3 года назад на выставке у меня в Грифоне. Была девушка в Дукесе. А потом тут была картина девушка с рюкзаком, который идет на базар торговать травой. Какой, непонятно. И буквально вот, да, в прошлом году я нарисовал девушку в северном удмуртском костюме. Тут было пятно какое-то, и оно мне напомнило пингвина. Я нарисовал глаза и клюв. И на днях я закрасил тут вот круг вот этот, внизу синим. Но она у меня называлась, когда был пингвин, и девушка целиком называлась удмуртка с пингвином. Сейчас она видоизменится скорее. Я думаю, что она может называться в будущем пингвин шел по северной Удмуртии и встретил удмуртку. Ну, композиция еще не готовая, но так. Ну, просто главное не слишком большие отверстия делать сразу, а мы их напильниками уже будем увеличивать. Чем больше отверстия, тем будет звук повышаться. То есть высота звука зависит от величины отверстий. Закрыл все и по очереди открываю. Ну, можно, конечно, другую очередь сделать, ну, как удобнее вообще. Иногда по-разному делаю. Но обычно стандартно, вот, начиная вот с угла, потом она поднимается. Не, на самом деле надо еще. Там все так нечетко, неровно. Я не люблю анализировать то, что я делаю сам. Мне нравится скорее делать, создавать и творить. Нет, кто-то сможет объяснить, кто очень хорошо анализирует, может как-то вот это словами объяснить. Скорее, я такой человек, который объясняет все картинами и музыкой. Ничего стороннего не присутствует. Как будто бы ты живешь и ничего не знаешь. Ну, в какой-то момент ты можешь подумать, и ты знаешь все. А потом мозг как будто бы отключается,
Оно не думает, не рассуждает, просто оно пустое.